Строительство храма Преображения Господня началось в Ижме в 1803 году. Уже тогда процесс растянулся на четверть века. Сам проект был утвержден архангельским губернатором, но строили его местные мастера. Здание по тем меркам, да и сейчас, отличалось величественностью. Это мощный двуххрамовый комплекс. Нижняя часть, собственно, сама церковь Преображения. Верхняя – холодный храм в честь Ильи Пророка, покровителя грома, небесного огня, а также урожая и плодородия. Интересная легенда бытует по поводу того, почему храм называется Преображенским. Местные жители увидели как-то по течению большой плод с иконой Преображения Господня. Вот. Посчитали, что это дар свыше, и построили церковь во имя Преображения Господня. Но эта история куда более древняя, чем сам нынешний храм. Каменное строение в Ижме появилось взамен прежних деревянных. Первая церковь была возведена в этих краях еще в XVII веке. Но судьба ее и всех последующих оказалась печальна. Все они сгорели. Тогда-то ижемцы и начали добиваться разрешения на строительство каменного храма. А уж когда получили его, то решили построить на века. Для крепости известку разводили на твороге, а после внутрь с почетом внесли ту самую старинную икону, единственную, что уцелело на пожарах. Свои двери новая церковь распахнула в 1828 году, а спустя 100 лет их закрыли на засов, переоборудовав строение под склад. Мое мнение, что без всяких проблем надо установить и память, чтобы старины глубокой ижемской осталась на память. Я очень хочу, чтобы было такое дело в селах. В 80-х склад расформировали, а спустя еще несколько лет жители всерьез задумались о том, как вернуть прежний священный статус каменному зданию. Все, что со временем удалось сделать, это хоть как-то законсервировать строение. На большее не было ни средств, ни сил, тех самых людей, которые смогли бы реально сдвинуть этот вопрос. Но в итоге они все-таки появились. В феврале этого года в Ижме собрался попечительский совет по восстановлению церкви. За прошедший год мы смогли собрать более $500 000 рублей. Смогли провести несколько субботников по уборке внутренних помещений, территории храма. Собранные средства мы сделали обследование нашего храма. За довольно короткий срок этим людям удалось провести целый ряд исследований – грунта, фундамента, стен и самой купольной части. Одни подарили надежду, другие дали понять – действовать нужно очень быстро. Ведь стоит зданию пережить еще одну смену сезона, и точка невозврата может быть пройдена. Потому что если не заменить верхнюю часть, то можно утратить вообще все здание. То есть и сегодня с компанией, которая приезжала из Челябинска, обсудили примерно планы работы, они даже составили графики. Они готовы приступить к работам, разделили на этапы. И сегодня первоочередной этап – это заниматься верхом, чтобы это снизить нагрузку на фундаменты, снизить нагрузку на стену, укрепить их заодно. Эту информацию члены попечительского совета лично передали главе Коми в начале июля, когда Сергей Гапликов пребывал в Ижме с рабочим визитом. Губернатор инициативу ижемцев поддержал. О необходимости восстановления разрушенных храмов на территории республики он впервые заявил еще прошлым летом. Тогда же в регионе и был создан фонд «Преемственность», задачей которого и вошла помощь в поддержании, восстановлении и сохранении объектов культурно-исторического наследия. Теперь в перечень первоочередных проектов вошел и Ижемский храм. Любовь Лапина, Денис Городилов, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Ижемский район.